Ребята, всем привет! Я сегодня на Малой реке. Время далеко уже за после обеда, так скажем, да? Время 16 часов. Решил попробовать поймать голавлика на Малой реке. Это правый приток Мокши. Может быть, что-нибудь у нас получится. Погода плохая, совсем такая не головлиная. Пока ехал, шел дождь. Вот, с утра был дождь. На огород поэтому не поехал. Дома сидеть тошняк. И поэтому я на реке. Все, давайте забрасывать приманки. Там начнем с миношек. А потом все остальное будем менять. Поехали. Под тем берегом обратка небольшая. Маленько не добросил. Он идет голавль за приманкой, но не схватил. Но маленький. Есть тут, конечно, и хорошие, но поймать их здесь не так просто. Был сейчас контакт, не понял с чем. Либо с водорослями, либо с рыбой. Так, ну голавлик есть. Может быть, удастся даже поймать. Сейчас попробуем сменить приманку. Так, тут водоросли. Так, сейчас поменяю приманочку. Поставлю другую. Поклевочки были на чирфул. А мы сейчас поставим приманочку другую. Сейчас посмотрим, что поставим. Есть, ребята. Есть голавль. Красава, схватил. А у меня с собой ни липгриппа, нифига ничего нету. Шнур 0,6 по японской классификации. И голавлик такой грамм 250, наверное. Вон он там. Но не смогу его, наверное. Но удочкой точно не подниму. Попробую спуститься сейчас вот сюда. И подсачник не взял, ничего не взял. Спонтанная быстрая рыбалка. Попробую сейчас отцепить его так. Или давайте возьму его сейчас вот так вот. Опа. Вот рыба, ребята. Первый голавль этого сезона на Малой реке. Все-таки удалось вымучить. Попробовал на миношке. На миношке клевать не хотел. Решил поставить маленький крэнк. И все-таки вот он соблазнился. Такой прям какой-то пузатенький, смотрите. Какая красота. Давайте его отпускать. Все, убежал. Ну, в принципе, можно и этими вот кусачечками так-то брать. Да? Неплохо. Так, пускай это место отдохнет. Сейчас я попробую сместиться чуть повыше.
Там попробуем покидать. Ну, сейчас перемещаюсь, да, и вижу, что трава примята. Видимо, еще кто-то сюда приезжает и тоже пытается кого-то поймать. Возможно, даже головля. Здесь вот очень мелко, вода уже прозрачная, но пасмурно как бы, да, но все равно, если была бы рыба, по крайней мере крупная, я бы ее в поляриках-то, наверное, увидел. Ну вон вижу, вон под тем берегом, вон голавлик. Вон он. Плавает небольшой. Небольшой голавлик, на песке его видно. Когда он на чистый песок туда смещается, его видать. Вот еще два голавлика под моим берегом. Но не крупные. Не крупные голавлики. Они меня увидели 100%. Так, ну наша задача вон оттуда выманить голавлика из темноты. Несколько лет назад мне это удавалось сделать, но здесь будет вытащить голавлика, мне кажется, нереально. Ой, вон они, вон плавают. Ну вам не видно, ребята, целая стая голавлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, наверное. И мелкие, из них 4 хорошеньких. Из них 4 хорошеньких. Вот они там стоят. Вот за этой корягой стоят. Блин, вот это заброс. Вот это заброс. Ветки мешают, конечно, здесь. Вот маленькие гонятся, трепают маленькие. Маленькие, большие не пошли за воблером. Они так и стоят там за палкой. Так и стоят там за палкой. Да, вон один хороший прям. Вот идут. Ага, давай. Эх, укусил, ребята, и убежал. Стая сместилась ниже по течению. Один хороший стоит по-прежнему. Вернулся вот к траве, там трава. Ага, есть головли. Я их вижу. Вот у меня под моим берегом еще вот стайка. Либо она за воблером сюда сместилась. Очень неудобно делать забросы. Ну давай. Есть. Есть, ребята. Но этого я смогу поднять краном. Вот. И большой там даже не испугался, он стоит. Еще один голавлик. Зафиксировал его. Аккуратно по траве постараюсь его скатить, ребята. Все, отпускаю. Ага, все, съехал. Аккуратно, без шума. И тряпочку я даже не взял, чтобы вытирать руки. Не верил даже в успех этой спонтанной рыбалки. Крупный голавль по-прежнему стоит там, в темноте. Ага, вон они там, хорошенькие. Три штуки крупных, крупнее этого. Нет, не пошли, ребята. Они за приманкой, никак на нее не отреагировали.
ты, блин. Ну, очень неудобно. Очень неудобно забрасывать. И еще такое дело, мало шнура намотано на шпуле. И сход лески очень плохой. Нужно бэкинг подмотать. Стоят они там, стоят, красавцы. Нет, не попал. Можно смело быстро выматывать. Стоят ровно под тем берегом, под кустами. И я не могу туда забросить, точно подать приманку. Один сместился ближе к руслу. Я его вижу, ребята, в поляризационных очках. Вот это фиаско. Да. Очень непросто сделать заброс. Если я спущусь ниже, могу их, наверное, распугать. Так. Кстати, воблер-то у меня какой? Что-то непонятно. Сейчас я уже забыл, как этот воблер называется. На 1000 лет их не доставал. Сейчас запуталось тут все у меня. Dodger MR32F. Вот такой маленький малыш. Давайте попробуем вон туда подать, вот в темноту. Вот там они тоже могут выйти. Нет, никто не вышел. Ага. Нет, что-то они испугались и убежали от моего воблера. Еще опасно, то бишь там вот ну, ветка под водой. И сверху кусты, короче. Вот этот заброс неплохой, небольшая пауза. Но не пошли. Так, ну не вижу крупных головлей-то, они куда-то сместились. Маленькие только остались. Ну-ка, вон туда попробовать. Ага, они вон там на песке стоят маленькие. Но там очень мелко. Сразу же нацеплялась трава. Но вода еще мутноватая. Так-то здесь прозрак вообще колоссальный. Попробовать сменить горизонт, может быть. Сейчас поставлю что-нибудь поглубже, чтобы шло. Так, голавлики отсюда ушли. Я их... нет, почему ушли? Вон они, пришли. Они как-то на глубину сместились, и я их не вижу. Сместились они немножко на глубину. Когда на песке стояли, я их видел визуально. А сейчас пасмурно. И я их не вижу. Но они тут есть. Ой, вот они пришли большие вот сюда. Но клевать не хотят.
Так, ладно, чего? Удалось тут поймать, уже неплохо. Хотя бы посмотрели на... Ой, вот какой плывет хороший прям. Оттуда сюда. Чик. Но вам не видно, ребята. Вот он все встал тоже вот. Какое-то тут место, видимо, у них заколдованное. Да, конечно, на дерево закинул. Это вообще плохо. Голавлики здесь держатся. Это я замечал и ранее. В прошлом году здесь еще хуже было забрасывать. Здесь деревянное, я говорю, было дерево сухое свалено. Вообще как бы в этом году-то еще получше. Но тем не менее. Так. Ну что, задерживаться не будем, наверное. Попробую еще немного сместиться. Вот эта трава сырая. Я в коротеньких сапогах. Попробую еще, конечно, немного сейчас пройтись. И пойдем назад. Задача была поймать голавлика. Задача, в принципе, выполнена. Я буквально 30 минут на этой реке. И уже, как говорится, удовлетворен. Сейчас смещусь вот сюда. Ну, здесь вот речка делает поворот вот так вот. Там глубина, может быть, с глубины удастся кого-то поднять. А потом вернемся на это место, которое сейчас были, оно немножечко отдохнет. И откуда начинали. Там еще немножко покидаем и поедем домой. Птички поют. Ага, теперь вот в этом месте плохо забрасывать. Вот по большой воде притащила, какие сюда коряги. В прошлом году не было. Речка меняется. Ну вот так вот. Под тем берегом глубоко. Сейчас посмотрим, если активная рыба есть, она сразу же себя проявит. Да, конечно, вон там хороший затяжок, но туда не бросить вообще никак. Хуп. И воблер никто не сопровождает. Зачем-то лезу через такой завал, через крапиву, чтобы сделать 2 заброса. Вон туда. Воблер перекрутился. Все, комары сжирают прям. Ага, сейчас вот заброс не удался из-за того, что мало шнура на шпуле. Так, вот сейчас был хороший заброс. Но приманку никто не сопровождает. Хорошая-то обраточка.
затишок. Маленький голавлик вот возле меня здесь плавает. Ай, какая жесть. Комары съедают. Вон плавают голавлики, вижу. Но им вообще дела до моего воблера нету. Он поплыл по своим делам. Но повторюсь, погода что-то не очень головлиная. Вот я их вижу, но они там прям очень маленькие. Крупненьких нету. Стайка вот там, сколько там, штучки 4-5 стоят, но это прям вообще вот маленькие-маленькие. Начинается дождь. Ну, вот воблер прошел где-то в 30 сантиметрах от этих голавликов, они даже не отреагировали. Нужно прям вот, как говорится, под нос попасть. Тогда они еще... Сейчас вот за спиной у них воблер проходит, и тоже им по барабану. Ну ладно, эти неинтересные. Вон туда попробовать. Ой, хороший заброс. Хороший заброс. Но там никого нет. А и воблер перехлестнулся. Так, ну все, ладно, бог с ними. Пошлите дальше. Есть, ребята. Есть. Покрупнее голавлик. Есть. Отлично. Голавлики. Как я соскучился по этим голавликам. Но это голавлики, ребята. Но для этой реки как бы, ну, неплохо. Есть здесь, конечно, мамки с папками. Но это... Уже как бы вот неплохо. Там, которые-то вот сейчас трепали, вообще там маленькие, крошечные. Сейчас попробуем взять. Ах ты. Так, не могу взять. Попробую руками. Опасно, конечно, с головлем такие вещи делать. Опа. Вот, ребята, голавль. Сейчас, наверное, фотку сделаю. Ну, такой, грамм 300 по любасу. В прошлом году что-то вообще здесь рыбалка не задалась. На этой реке. Телефон узнал меня в очках. Неплохо. Ой, комары съедают. Так, скорее отпускаем его. Сейчас просто нужно было сфотографировать, чтобы ребятам отправить. Так. Опа. И отпускаем его, ребятки, до дому. Все, ушел. Красота. Так, воблер тот же. Крэнк. Да? Доджер MR32F. Плавающий. Место отдохнуло немножко и голавлик тут схватил. Так, ну, наверное, что там по снастям, да, спиннинг у меня все тот же.
Графит Лидер, Боска, Нова. С тестом, значит, до 7 граммов. Катушка в этом сезоне, ну посмотрим, как бы с ниндзей я не завязал, как бы, ну Дайва ниндзя у меня там 1500. Вот, ну у меня вот давно лежит катушка Дайва Легалис 2000-я. Вот, ну неплохо кидает, только единственное, что нужно подмотать бэкинг сюда. Очень мало влезло шнура и плохой сход со шпули, который не дает делать более дальние точные забросы. Вот. Ну, все офигенно. Посмотрим. Сейчас дождичек небольшой накрапывает. Возможно, сейчас, может быть, смещусь еще. Где-нибудь еще посмотрю. Есть там одно местечко интересное. Но не знаю, пойду, не пойду. Но пока я уже, как говорится, счастлив. Решил немного сместиться на машине, прям самую малость. Можно было бы, конечно, и ножками дойти, но идет прям какая-то изморозь осенняя. Трава сырая, сапожки низенькие. Поэтому немножко сейчас перееду. Хотя бы чуть-чуть, как говорится. Тоже вот кто-то ездил сюда по какой-то нужде. Да? Ага, а далеко-то не проехали, да? Так, ну ладно. Хотя бы чуть-чуть. Так, дождь расходится. Сейчас еще вот одно местечко вот здесь посмотрю. Блин, хочу поближе подойти, но там трава высокая. Вода, в принципе, вот здесь тоже прозрачная. Но головлей не видать. Не видать, да? Ну, трава примята, ребята. Кто-то ходил и явно со спиннингом. Да, люди бывают здесь. Ну, прям видно, да, позиции-то вот как бы такие вот. Не один я, как говорится. Ну ладно, давайте вот здесь попробуем сейчас. Он оттуда. Так-то бы пониже спуститься, конечно. Да что такое? Да, вот свежие следы. Свежие следы. Ой, маленький голавлик бежит за воблером. Ну, очень маленький. Очень маленький голавлик. За воблером бежал сейчас. Как бы туда забросить? Вот там они под кустами сидят. Но туда я, наверное, не заброшу.
Ушли вон по тот берег. Ага. Нет, напугались и убежали. И за воблером даже не идут. Ага, давай. Есть, ах ты, блин, ушел, да. Ну так это. И не маленький, и небольшой, такой средненький голавлик. Схватил, но не засекся. Увидел приманку, развернулся за ней. Теребоньк. Но не попался. Рыбалка прям визуальная, в приглядку. Но сейчас никого нету, не вижу. Да, ну вода еще не совсем прозрачная для этой реки. Здесь так-то вообще колоссальный прозрак. Снимаю на телефон. Рыбалка закончилась. На камере карта закончилась, короче. И дождик расходится. Сейчас вот переверну телефон. Стекло машины. Что хочу сказать. Неплохо. Голавлик проснулся. Уже отзывается на приманке. И это хорошо. Можно считать, что голавлиный сезон открыт. Но для меня открытие это, конечно, на реке Мокша. Голавль там попадается гораздо крупнее. Понятно, что есть и такие, но килограмм и более как бы там нет поклевывает. Вот, поэтому открытие голавлиного сезона будем считать тогда, когда на Мокше я поймаю здоровущего голавля. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Увидимся на воде.